Год назад, в ночь с 23 на 24 августа, в городе Эрмени-Базар, он же Армянск, произошел выброс вредных веществ в воздух. Как позднее заявили власти, это был сернистый ангидрид с поверхности кислотонакопителя завода «Крымский титан». На утро люди обнаружили, что металлические предметы поржавели, а поверхности покрылись маслянистым слоем. Сами люди чувствовали першение в горле и резь в глазах. Мы решили выяснить, чем живет Эрмени-Базар год спустя. На первый взгляд в Армянске все хорошо. Деревья зеленые, дохлых птиц, о которых пишут в интернете, мы не увидели. Люди заняты привычными делами. Практически сразу по приезду в Армянск мы почувствовали першение в горле и кислый привкус во рту. Но большинство местных жителей говорят, что они ничего подобного не ощущают. Возможно, они просто уже привыкли. Большинство горожан о прошлогодней катастрофе уже не вспоминают. Испорченные вещи заменили, на самочувствие почти не жалуются. Хотя не исключают, что воздух все еще загрязнен, но уже не так, как в прошлом году. Если честно, и выбросы были, на меня они не отразились никак. Ничего, так вот, вы знаете, сейчас, может быть, и есть еще, потому что я выхожу иногда на балкон, видно, что как мокрые пятна, все, потому что так-то там же ничего, ни воды, ничего на балконе нет. Но я не чувствую. Вот то, как тогда у меня глазок на двери поржавел, и еще один меньше там был, а так нет, все нормально, все было у меня. Горло заболело, так и до сих пор болит. Вот после выброса. Не обращалась, бесполезно. Все равно никто ничего не вылечит. У меня нет никаких симптомов, я не болею. Вообще за этот год я ни разу не болела. Для меня воздух нормальный, я не чувствую никаких запахов каких-то. Многие говорят, но для меня все отлично. Тогда после выброса было, да, у нас потемнел, и железные металлические ножки на стульях потемнели. Сейчас пока не было ничего. Мы заменили все, уже нету. Нельзя дышать, нельзя окно открыть. Я живу вот в этом доме на первом этаже, понимаете? И дышать нечем. И все говорят, что что-то там делают. Я и в прошлый раз ничего не почувствовал, только по внешнему виду все поржавело. Ну и сейчас ничего не слышно, пока ничего не ржавеет. Люди переживают, еще волнуются. Тоже на запах не слышно, а как оно на здоровье повлияет. Слышал, что продать жилье теперь затруднительно, все стараются отсюда умотать. За год Армянск и Красноперекопск, по неофициальным данным, покинули около 8 тысяч человек. По словам местных жителей, прошлогоднее происшествие сильно отразилось на ценах на недвижимость. Но в агентствах утверждают, что это не так, хотя и говорить на камеру отказываются. Владислав Пивовар – местный активист. В июле он провел 2 пикета в Армянске с требованием начать поставлять воду в Крым, а также возместить горожанам вред, нанесенный вредными выбросами в воздух. Скооперировавшись с первым президентом Крыма Юрием Мешковым, в Армянске планируют открыть офис, куда смогут обращаться люди со своими жалобами. Собранную информацию собираются использовать для подготовки иска в Европейский суд по правам человека. Прошел год ровно после выбросов. Власти молчат, никто ничего не говорит. Все тихо, мирно, все живут. Но симптомы на данное время, симптомы у людей остаются, у детей остаются, то есть першит в горле и кашель, аллергическая реакция. Люди приезжают из Украины, люди приезжают из других городов, и первое, что они чувствуют, это на себе першение в горле. То есть присутствует кашель сразу же. Но превышения, конечно же, не те, как были год назад. Соответственно, люди думают, что все хорошо, но симптомы пока еще есть. Посмотрим, что будет дальше, в сентябре, когда начнутся холодные ночи и теплый день. В середине августа в Армянске снова зафиксировали незначительное повышение кислотности. Кислотонакопитель крымского титана ежедневно заполняют водой, но уже не раз сообщалось, что вода в скважинах постепенно засоляется. Неоднократно звучала идея вообще закрыть крымский титан, но и это станет проблемой. На заводе работают 3500 человек. Население Армянска составляет около 22 тысяч, а значит около половины семей города связаны с этим предприятием.